Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сардар Бердымухамедов принял участие в неформальном саммите СНГ. Туркменистан и Турция расширяют партнерство в сфере оборонной промышленности. В Ашхабаде стартовал международный форум успехов молодежи и другие новости. Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов, находившийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Перед началом встречи участники форума посетили достопримечательности Санкт-Петербурга, в частности, Павловск, Царское село и Петергоф. Во второй половине дня в Константиновском дворце состоялся неформальный саммит. Лидеры обсудили региональные и международные вопросы, а также в очередной раз подтвердили намерение развивать сотрудничество в рамках СНГ. По завершении программы рабочего визита Сардар Бердымухамедов вылетел в Ашхабад. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителями турецких компаний «Байкар» и BMC Automotive. В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего развития взаимных отношений в области обороны. В данной связи на встрече рассмотрены предложения турецкой компании в сфере оборонной промышленности и достигнуты соответствующие соглашения в этом направлении. Сегодня в столице Туркменистана торжественно открылась международная научно-практическая конференция и выставка, посвященная итогам года «Счастливая молодежь» с Аркадак Сардаром. Масштабный форум, проходящий в здании торгово-промышленной палаты, начался с выступлений творческих коллективов Ашхабада, создавших праздничную атмосферу. Участники с большим вниманием заслушали приветственное обращение президента Сардара Бердымухамедова. Глава государства подчеркнул, что руководство страны последовательно реализует государственную молодежную политику, создавая условия для активного участия молодого поколения во всех сферах жизни отчизны. После этого гости ознакомились с многопрофильной выставкой, демонстрирующей успехи молодежи Туркменистана по итогам года. В Ашхабадском спортивном комплексе зимних видов спорта состоялся концерт российских поп-исполнителей Нюши и уроженки Ашхабада Ольги Шультайс. Выступление российских звезд проходило в сопровождении танцевальной группы. Нюша и Ольга Шультайс спели для туркменской публики свои самые известные шлягеры. В Будапеште стартовала инициатива, в рамках которой жители города могут взять животных из приюта на новогодние праздники. Цель проекта – помочь одиноким людям найти компанию и радость в праздничные дни. Инициатива проводится уже несколько лет подряд. Организаторы говорят, что несмотря на то, что животные могут быть возвращены в приют, многие люди не делают этого. Арендованные кошки и собаки часто остаются в новых семьях. Тайский фермер решил привлечь внимание к сельскому хозяйству и туристов в свой регион. Для этого он и его коллеги посадили семена на рисовом поле таким образом, что с неба можно увидеть изображение котов. Фермер надеется, что его затея привлечет в регион туристов, особенно любителей кошек. Саженцы высаживали, ориентируясь на координаты GPS, составленные вместе с художником. Фермер отметил, что по мере роста рассады ее цвет будет меняться. Молодежь Алтын-Асыр в 5-й раз подряд выиграла первенство Туркменистана по футболу. Команда агентства «Туркмен-Рагат-Нашик» обеспечила себе титул за несколько туров до финиша, опередив идущий вторым Ахал на 6 очков. На третьем месте расположилась команда Ашхабад. Полузащитник национальной сборной Узбекистана и московского ЦСКА Абозбек Файзулаев признан лучшим футболистом года в своей стране. 20-летний Файзулаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел за армейцев 24 матча, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Ранее Файзулаев играл за ташкентский Пахтакор. В составе сборной на его счету 8 матчей и 2 забитых мяча. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.